Прожив не один десяток лет в бараках, моздокчане рады, что их жилищная проблема наконец-то решена. Программа по переселению из аварийного фонда стартовала в 2009 году в рамках майских указов Владимира Путина. За это время построили 5 домов. Новые квартиры получили более 150 семей. Программа эта реализуется на базе софинансирования 3 уровней бюджета. Это местный, республика и федеральный. Большую долю на себя берет федеральный бюджет, это фонд содействия реформированию ЖКХ, и местный бюджет. Также помогает, естественно, республика. Что касаемо финансирования, то все идет по плану. Все сроки, если выдержаны нами, в том числе, как и республикой, то мы получаем все в срок, никаких задержек с финансированием нет. Этот дом полностью готов к заселению. В квартирах автономное отопление, косметический ремонт, установлена сантехника. Застройщики, как и обещали, сдали дом в установленные сроки. Ключи от долгожданных квартир сегодня получили люди, чьи дома уже почти много лет считали аварийными. Нам надо было в сроки уложиться, поэтому как-то в ускоренном темпе приходилось работать, поэтому надо было где-то людей добавлять, где-то как-то вот выходить за рамки нормативов по времени рабочему. Ну, люди постарались, спасибо им всем, кто принимал участие в строительстве в этом доме. Во дворе первых отстроенных домов уже положили асфальт, есть качели для детей, высадили деревья и цветы. Рядом с ними построили еще один, рассчитанный на 18 квартир. Сюда вскоре переедут жители барачного поселка. Там много лет в разрушенных домах живут пенсионеры и многодетные семьи. Не будем брать Диму. Вчера пришла ко мне соседка в гости. Она, бедная, пока у меня час посидела, задубила как цуцик, по ногам тянет. У нас грубо. У соседей грубо выходит ко мне. Меня топят, а у них холодно. Вот так и живем. По информации управления городского хозяйства, очередь на переселение уже сократилась вдвое. Дома продолжают строить. Те же, кто уже получил долгожданные квартиры, обживаются на новом месте. Елена Черенкова, Анастасия Соломатова, Осетия ТВ.